В юго-осетинском законодательстве к льготной категории граждан относятся семьи погибших, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы, получившие ранения в ходе грузино-осетинских конфликтов, многодетные семьи с 3 и более детьми, инвалиды детства, дети-сироты и в том числе одинокие граждане старше 75 лет после рассмотрения их жизненных условий комиссией. Согласно постановлению от 2015 года вышеперечисленным гражданам оказывается единовременная материальная помощь в год один раз по обращению. Обращаются в Министерство здравоохранения с просьбой оказать материальную помощь. При министерстве функционирует комиссия по рассмотрению этих заявлений. Размер материальной помощи зависит от решения, вынесенного комиссией. За 2019 год нами оказана материальная помощь 1440 гражданам на общую сумму 14 миллионов рублей, которые выделяются из государственного бюджета вот именно на эти цели. Размер материальной помощи зависит от вынесенного комиссией решения. Сумма выплаты колеблется в пределах от 10 до 20 тысяч рублей. Обязательное условие – граждане, достигшие пенсионного возраста и относящиеся к какой-либо из категорий льготников, в обязательном порядке должны получать пенсию в Республике Южная Осетия. Множество граждан ошибочно полагают, что все льготники, относящиеся к инвалидам второй группы, должны получить выплату, однако это не так. Просто инвалидов второй группы, к сожалению, заявления мы не рассматриваем. К большому моему сожалению. Инвалиды второй группы, получившие ранение в осетино-грузинском конфликте. Вследствие ранения тот, кто получил инвалидность и получает пенсию в Республике Южная Осетия, вот тем мы оказываем. Некоторым категориям льготы предоставляются и при оплате электроэнергии и коммунально-бытовых услуг. Для получения льгот необходимо ежегодно обновлять пакет документов. При этом комиссия имеет право выборочно проводить ревизию условий жизни и достоверности предоставленных данных. Марьяна Чочиева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск «Сегодня».